Если вы русскоязычный и хотите научиться казахскому языку, но у вас раньше не получалось, то мои видео как раз для вас. Меня зовут Ажар. Сәлеметсіз. Здравствуйте. В каждом моем видео я демонстрирую легкий, простой, эффективный способ быстро запоминать слова. Вы можете использовать этот способ не только для изучения казахского языка, для изучения любого другого языка, любой другой науки, любых слов, которые или терминов, которые вы не понимаете, вы можете их прояснить и понять полностью. Сегодня мы будем запоминать такой глагол, как беру. Это неопределенная форма глагола. Беру – это давать. И мы будем рассматривать в отношении первого лица мен – это я. Мен беремін – я даю. Мен бермеймін – я не даю. Отрицательная форма. Я подобрала вот такую картиночку. Вот папа дает деньги своей дочери. Беру. И как обычно мы составляем предложение с первым видом глагола, утвердительным глаголом. Мен беремін в отношении первого лица, в отношении нас самих. Мен каждый день своей дочке 1000 тенге беремін. Чуть-чуть, может быть, это стилистически неправильно звучит предложение, но это не важно. Потом, когда вы будете подставлять уже полностью казахские слова в предложении, у вас стилистически предложение будет выглядеть правильно. Вот, поскольку сейчас мы смешиваем два языка, поэтому, возможно, покажется, что это как-то глупо звучит или как-то звучит. Это не важно. Сейчас наша задача не пытаться не выглядеть глупым, а наша задача запомнить этот глагол в первом лице. Утвердительный вид и отрицательный. Мен каждый месяц до 5 числа месяца работникам зарплату беремін. Мен стараюсь бездомным кошкам, не стараюсь, а мен бездомным кошкам корм беремін. Хотя, говорят, сейчас это запрещено, что вышел какой-то закон, который запрещает кормить бездомных животных и бездомных птиц. А как не накормишь птиц? Они же тоже, бедолаги, мерзнут, они же все помрут. Вот. И не знаю, с какой целью, с целью улучшить, я не знаю, гигиеническую обстановку, санитарную обстановку, наверное, в городе. В общем, я не поняла, с какой целью, вот, но это моя точка зрения, мое мнение. Это не критика. Мен, когда сдаю какой-то заказ, обязательно вместе с заказом пакетик беремін. Пакет или там чехол для одежды беремін. Вот. Почти во всех магазинах, нет, это другое лицо, да? Если я, например, была бы продавцом, нет, не то, тоже не то. Когда у меня была большая семья, я была замужем за такой многочисленной семьей, и
я усаживала их всех за большой стол, и мен тамак беремін. Чуть стилистически, конечно, ну, смешновато для казахов, да, для казахов. Но сейчас мы работаем не с людьми, которые хорошо разговаривают на казахском, а мы работаем с людьми, которые хотят научиться казахскому языку. Поэтому, кстати, мне иногда пишут люди, которые, ну, хорошо владеют казахским языком, они там мне критику какую-то пишут. Мне так и хочется сказать: а какого вы черта вообще смотрите? Я же в каждом видео вначале говорю: если вы русскоговорящий, хотите на казахском научиться, да, какого черта вы-то смотрите, да? Ну, это шутка, это не оскорбление в их адрес, да? Вот, ну просто моя задача сейчас не выглядеть некрасиво, риторически как-то, знаете, выглядеть грамотно. Это моя задача сделать так, чтобы русскоговорящие люди меня легче запомнили и потом начали легче использовать эти слова. Поэтому пусть даже это может выглядеть немножко смешно, но ну и ладно. Ну и пусть смеются. Кстати, многих великих даже людей раньше, в свое время, каждого в свое время, я думаю, подвергали и критике, и смеялись над ними. Я не претендую на великость. Это, кстати, не мой способ, а я его просто вам как посредник, я вам передаю этот способ. Да, но способ, который разработал человек, который разработал этот способ, он действительно является великим человеком. Вот. Я просто посредник, я вам передаю этот способ. Вот, отвлеклись немножко, но продолжаем дальше. Беремен. Я услышала, что ИПшники теперь должны отдавать статистики в стат управления. Угу. И теперь мен статистики стат управления беремен, наверное. Ну, посмотрим, может, еще что-то изменится в правилах. Вот. Мен, кстати, вовремя всегда, крайний срок 15 февраля, налоговый отчет беремен. Угу. Потому что иначе штраф. Мен у нас запросили в школе сведения о детях, и вот мен сведения беремен. Классная руководительница. Так, что еще можно сказать? Мен моим любимым подписчикам, людям, которые действительно хотят научиться с помощью вот этого способа, о котором я рассказываю в каждом своем видео, мен все внимание, всю свою заботу и всю свою любовь беремен. Ну, я надеюсь, вам понятно, да? Вот это слово. И мы переходим, мы несколько предложений составим с отрицательной формой этого глагола. Мен бернеймен. Если человек меня, ну, прямо так, знаете, прям хейтит и прямо вот злостно так критикует, да, мен внимание берми. Вообще я игнорирую такие вещи, потому что, знаете, слишком много чести, что называется. Вот. Мен никогда взяток бермеймін. Может быть, были какие-то случаи, когда, ну, что-то было с моей стороны, да, но с тех пор, как я стала самосовершенствоваться, улучшать свое духовное состояние своей личности, я решила, что нет,
я не буду. Мне лучше спокойно спать. Мгм. Вот. Значит, и я поддерживаю всех людей, которые говорят «мен взятки вернимен». Если взяток никто не будет давать, то не будет и взяточников, и коррупция постепенно сойдет на нет. Кстати, в Китае, мне папа рассказывал еще в детстве, в Китае, может быть, даже и сейчас есть такой закон, ну, по крайней мере, раньше был такой закон, что наказывали не того, кто берет взятки, а того, кто дает взятки. И прям ему отрубали руку или, ну, в общем, каким-то образом наказывали. То есть здесь, знаете, прямо, мне кажется, прям очень такая мудрая позиция, да? Почему? Потому что если никто не будет давать взяток, и мен взятки бермеймен, то, соответственно, не будет взяточников и не будет коррупции. Даже если у тебя будут просить взятки, да, ты такой, задумаешься, такой, мне же руку отрубят. Интересно, как была бы ситуация, если в Казахстане было вот такое наказание за то, что ты дал взятку? Интересно, да? Ладно, ну мы отвлеклись немножко. Значит, какие еще? А некоторые артисты говорят «мен интервью бернимен». То есть я не даю интервью. А некоторые люди вообще, некоторые люди, некоторые полиция иногда говорит «мен комментарий бермимен». То есть я не даю никаких комментариев в отношении вот данного события или данного там преступления, да. Или, к примеру, какое-то знаменитое лицо, да, какая-то там щекотливая, может, ситуация, и он говорит «мен комментарий бермимен» или «мен интервью бермимен». То есть я не буду давать, да? Что еще можно сказать? Когда я еду в автобусе, я не даю деньги водителю бермимен. Почему? Потому что, во-первых, у нас запрещено давать деньги водителю, у нас в Алмате, по крайней мере, так. Ты должен оплачивать либо с карточкой онлайн, либо там другими путями. Даже сейчас, кстати, в Каспе приложение, сейчас можно оплатить поездку. Поэтому очень удобно. Ну, думаю, что я передала вам полностью, каким образом это можно использовать. Да? Теперь ваша задача составить свои собственные предложения с этими двумя глаголами беремен и бермимен в отношении себя самого, первого лица, мен. До тех пор, пока эти два слова полностью не зайдут в вашу память, и вы никогда их не запомните. Плюс вы сможете в дальнейшем использовать их с легкостью. Вот. Спасибо вам большое за то, что смотрите меня, за то, что выдерживаете все мои шуточки, прибауточки. Ну, думаю, что такая подача материала, наверное, делает его еще более запоминающимся, да? Ну, мне так кажется, по крайней мере. А не так, что там ты оттарабанил и все. В одно ухо влетело, в другое вылетело, да? Вот. Ну, я так смею надеяться на это. Поэтому спасибо вам большое за то, что смотрите меня, за то, что подписываетесь. Продолжайте подписываться, продолжайте смотреть меня, продолжайте пересматривать видео, если вы забыли то или иное слово. Используйте этот метод, он очень эффективный и очень хороший, легкий, простой. Спасибо вам большое за все. Пишите комментарии. Сау болыңыз. До свидания.